в IX веке в числе других народов мира. Я не говорю там относительно грузина. Вот в виду всех народов мира. У абазгов была своя письменность, и они молились на своем родном абазском, абсарском языке. И этот самый абазский язык применялся в официальной церковной службе. То есть это был алфавит Асамтаврули, который по-абхазски Мрагылараты. И не думайте, что все-таки вот этот огромный пласт истории, действительно, грузины говорят, что это 3 алфавита у них. Ну как такое может быть? Вот разве не очевидно, что это было вычерено или же намеренно укрыто? Ведь мы не имеем никаких письменных свидетельств в виде книг, а обыкновенных книг церковных у нас не сохранилось. Нету свидетельств того, что древние манускрипты и эти артефакты находились на Абхазии. Мы зато знаем, что эти самые артефакты сегодня находятся где-то в Грузии, в архивах. Я пользуюсь монографией Игоря Марыху об абазской письменности. И он там в конце, не помню в какой главе, уже пишет, вот зачитаю. К тому же, по свидетельству тбилисских старожилов 60-х годов 20 века в Тбилиси, под горой, где установлена скульптура «Мать Грузия», грузинского скульптора Элгуджи Амашукели, извините, если неправильно произнес, находится в туннеле, представьте себе, хранилище рукописей, манускриптов и книг абазгов, абхазов средневекового абазского царства, государства, монархии империи. То есть на Кавказе. И вход в это самое хранилище, не знаю, как сегодня кто побежит туда смотреть, вход строжайший, для посторонних лиц строжайше запрещен. Об этом, это уже в книжке источник, нам рассказал 73-летний Мхонджи Василий Киаминович, абхазский профессиональный художник, уроженец села Чандару, Гудутского района Республики Абхазия. Он в 61-65 годах обучался в Тбилиси, с успехом закончил этот университет, и с его слов записана данная вот запись. Это не только он, еще один человек тоже знал о том. В архиве рядом с рекой Кура, я, к сожалению, не могу сейчас вам привести источник, архив находится, и там местный рабочий рассказал, где что находится. Тоже у нас есть 2 свидетельства о том, где эти архивы могут быть. Летописи грузинские, которые они называли очень смело грузинскими, мы проверили, они оказались абхазскими. По существу своему. Летописи грузинские, которые они называли очень смело грузинскими, мы проверили, они оказались абхазскими. По существу своему. Они написаны на грузинском языке, но то, о чем они говорят, события и персонажи, это все абхазские цари, это все абхазские войны, это расширение абхазского царства и так далее и тому подобное, которые очень умело в свое время комментаторы грузинской школы преподнесли не только нам, а всему миру, как достояние грузинского народа. И вот на всем этом и выросло то, что мы уже читаем и видим в энциклопедиях и в других авторитетнейших изданиях, как грузинская культура, грузинская государственность и так далее. Сейчас начинается новая эпоха переосмысления этого всего материала. Они задались вопросом, почему в летописи Картли от начала и до конца описываются только жизнь абхазских царей, их деяния, а если что-то где-то и встречаются, например, картлицы, только это в эпизодах и в очень небольших эпизодах, и к тому же само название летопись Картли, оно условное. И когда в XI веке шел спор, один из монахов сказал антиохийскому патриарху: вот вы хотите церковь автокефальную абхазскую, у вас должны быть основания. Он говорит: у нас был апостолом Андрей Первозванный, который призвал Петра, а Петр основал вашу церковь. Так может ли призвавший подчиняться призванному? Видите, какая интересная... Архимандрит Дорофей рассказывает абхазской аудитории эпизод из жизни грузинского монаха Георгия Атанели. Архимандрит Дорофей не называет личность Георгия Атанели,
Упоминает его со словами один из монахов и преподносит этот эпизод аудитории так, как будто спор с антиохийским патриархом шел об абхазской, апсуйской церкви. К сожалению, абхазские сепаратисты активно занимаются искажением, присвоением и фальсификацией истории Грузии. На лекции не было сказано, что этот эпизод содержится в жизни грузинского, картвельского монаха Георгия Атанели и касается грузинской церкви.